Улучшение качества жизни граждан, создание благоприятных и максимально комфортных условий, чтобы жители региона смогли самореализоваться, учиться, работать, созидать – это приоритетная задача нынешнего руководства республики. Для этого сделано и делается немало. И очень важно, чтобы на этом пути рядом были люди, которые болеют душой за свой народ, готовые оказать всемирную помощь и поддержку. Сегодня именно таким человеком является Микаил Гуцериев, основатель благотворительного фонда «Сафмар». Согласно договоренности между Махмудом Али Калиматовым и Микаилом Гуцериевым, в республике будут построены и благоустроены различные объекты, которые очень важны для нашего региона. Сафмаром сейчас приобретено здание, оно сейчас приводится в порядок. IT-академия будет создана у нас. И в год, по предварительным нашим подсчетам совместным, около 500 оттуда будет выпускников ежегодно. Для нас это очень важно. Вообще для России в целом важно. Вы знаете, что семимильными шагами вперед прогресс. И айтишники в области искусственного интеллекта нам надо продвигаться вместе со всей страной. Михаил Сафарбекович особо поддержал эту идею и сам ее, можно сказать, инициировал и в этой части. И там, более того, будет строиться еще общежитие для иногородных. Я убежден, что к нам пойдут они. Кроме того, нами было продумано, что диагностический центр будет. Он будет самого широкого профиля. У нас же вот некоторые есть, диагностику сделать сложно, и у нас выезжают другие регионы, даже другие страны. Так вот, весь набор диагностики, значит, благотворительный фонд «Сафмар» будет здесь создавать такой диагностический центр. Это тоже продумано, и все мы это будем делать. Ну, по вопросам, если брать нашим башням, то вы знаете, наверное, и слышите, что это башни, ведь это нам предки передали их. И они у нас в заповедной зоне. Башни имеются, каждый род имеет свою башню. У нас история нам, предки, история нам подарила великолепную вещь. Нам не надо копаться, откуда мы, кто мы. 7 веков точно. 7 веков точно. Мы знаем, откуда мы. И сегодня десятки уже делаются башенных комплексов. Там это просто реставрация. Потому что если все были там, в Жайрахе, в других местах, мы же видим, что они у нас рушатся. Если брать, мы стараемся все эти объекты, которые мы в программе Сафмара решаем, они благотворительные. Сегодня мы то отношение, ту программу, тот план развития республики социальной и экономической, экономика это айтишность, других специальных вещей, мы можем это сделать. То же самое он привлекает сюда сейчас специалисты в области прачечной, например. У нас нет прачечной. Мы ведь стираем в Ставрополь, возим все наши больничные, понимаете? Я не буду сколько денег тратить. Даже в Ставрополь доехать я на ГСМ только. Говорит, давайте прачку построим. Он специалист, который приехал. Говорит, хорошо, давайте сделаем. И они сделают это. Да, алхвастный бетас, что есть человек, что сделает. Поэтому, если меня брать, я думаю, мы еще немало объектов будем открывать с руководством благотворительного фонда «Сафмар». И я думаю, у нас все будет хорошо. В ближайшие 5-7 лет, он даже на 10 ориентируется по башням. Дальше исходи. Как известно, Микаил Гуцериев более 20 лет не принимал участие в жизни республики. Во всяком случае, об этом упорно твердили некоторые паблики. Мы задали вопрос «Почему?». Глава Ингушетии Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Мы с ним долго сидели, говорили в офисе у меня несколько часов. Потом встретились еще раз. Мы на одной волне, мы люди одного возраста, одного поколения, одного воспитания. Мы совершенно понимаем друг друга с полуслова. Я поверил главе, и я вот сегодня здесь. И я думаю, что у нас получится, уже получается, все получится. Давно зная
но лично не знаком был с Михаилом Саврабековичем, потому что я понимаю, что многие, конечно, из-за помощи, и он многим помогал. И вы знаете, до того, как мы еще даже познакомились, всегда он присылал и без рекламы сюда для детей, для стариков, много что делал. И исходя из этого, когда я уже как бы пришел к выводу, что что-то делать нужно, мы собрались действительно 2-3 часа. Вы знаете, когда, вы представляете, и за рубежом, и в России столько объемные объекты делает наш земляк, наш человек, который сделал сам себя. Сколько есть в искусстве, строительстве, в бизнесе. Я думаю, ну почему человек, а когда поговорил, понял, потому что предложения разные были. А у меня одно предложение, Михаил Васильевич. Мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Можешь помочь республике? Да. Можешь помочь республике? Тогда мы сделали как? Чтобы это прозрачно было. Должны понять, этого важно было. Если мы не вдвоем там дальше какие-то вопросы решали. Мы договорились. Предложения, какие возможности, и правительство. Мы первый раз собрались в аэропорту. Я все правительство пригласил туда. Пригласил команду Михаил Саврабекович. И открыто под камеру мы засняли вопросы, какие у нас возникают в республике. Каждый министр, представитель правительства, вице-премьеры говорили, вот это у нас, вот это у нас, вот это у нас. Михаил Саврабекович записывал сам лично. И потом мы выработали план реализации тех согласованных уже предложений, которые мы можем реализовать на территории республики Ингушетия. Мы с ним говорили одним языком, у нас одни добрые мысли, помочь поднять нашу республику. И я думаю, каждый житель республики должен благодарить тех людей, которые будут это делать, но в первую очередь благодарить фонд Сафмар, других его коллег сегодня. Наша задача нет заработать здесь. Наша задача привести это в чувство и изменить мышление, изменить вообще траекторию полета. Сегодня, спасибо, Махмуд Али пригласил нас, мы опять здесь пришли, и мы предлагаем различные проекты. И я уверен, что они сработают, которые сегодня кажутся фантастическими вам, но это не так. Это не фантастика, это делают люди. И мы это сделаем, и вы это увидите. Вместе это сделаем. Мы создадим большую IT-республику, технологическую республику, не похожую на всех. Планов и проектов у руководства благотворительного фонда «Сафмар» очень много. Одним из значимых является открытие IT-академии, которой нет аналогов на Северном Кавказе. Данное здание 10 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день начались строительные работы. Мы провели полный демонтаж стяжки полов. Будет новое покрытие полов. Строятся сейчас перегородки, делаются. В лифтовых шахтах мы сделали новые проемы, чтобы было комфортно инвалидам на колясках туда заезжать. Провели коммуникации, необходимые для сегодняшних работ. Это касается электрики, освещения, то, что касается тепла. Работы будут проходить до первого квартала 2024 года, строительная часть имеется в виду. Здание будет оборудовано таким очень качественным, хорошим оборудованием, таким как дымоудаление, пожарная безопасность, то есть по всем нормам, необходимым для образовательного учреждения, эти нормы будут здесь все соблюдены. Здесь будут готовить настоящих IT-профессионалов по 10 направлениям. В настоящее время в кампусе Академии идут строительные работы, которые планируют завершить весной 2024 года. Важным дополнением к работе Академии станет IT-акселератор, который позволит создать условия для развития технологических компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение и финансовую и экспертную поддержку. Прием заявок для учащихся уже стартовал. Подать их можно по QR-коду, размещенному на объекте. В рамках Академии цифрового развития мы планируем на абсолютно некоммерческой благотворительной основе, то есть полностью бесплатно, организовать обучение людей от 18 лет, жителей республики, гостей из других регионов Северного Кавказа. Понятно, фокус все равно на Ингушетии.
Академия цифрового развития создается на базе школы программирования «Школа 21» от Сбера, но при этом мы расширили образовательную программу, то есть здесь будет не только направления, связанные с программированием, кибербезопасностью, сетевыми технологиями, алгоритмами, мобильной разработкой, но также еще и программы по искусственному интеллекту, Data Science, то есть наука работы с данными, различного рода программы по управлению продуктами и проектами, то есть Product Management и Project Management. Помимо вот этого трека, по сути дела, направленного на подготовку специалистов, которые будут работать где-то в крупных корпорациях Российской Федерации, находясь при этом в Ингушетии. То есть ключевое, мы учим людей работать удаленно. Человек живет в Ингушетии, но может зарабатывать деньги в других регионах. Помимо вот этого трека для специалистов, мы также еще запускаем IT-акселератор, то есть, собственно, программы, которые позволят при желании стать IT-предпринимателем или взять свой существующий бизнес и провести его цифровую трансформацию. Также мы считаем крайне важным сделать и запустить направление обучения госслужащих, потому что в целом никакое развитие информационных технологий невозможно без соответствующей поддержки государства, главы республики, правительства республики и на федеральном. Любой человек, который закончил школу, который старше 18 лет, может прийти, поступить, выбрать соответствующее направление, если он прошел вступительные испытания. Через год плюс-минус человек может попасть на платную стажировку, то есть уже за год можно получить специальность, которая позволит зарабатывать деньги. В целом обучение длится 2,5–3,5 года в зависимости от выбранной специальности, интенсивности обучения и ряда факторов. Но в целом заявки можно подавать уже сейчас. Там на улице есть баннер с QR-кодом. Мы подготовили специальную страничку, на которой можно оставить свои контакты. Попасть в первый так называемый бассейн, то есть это отборочные испытания, можно будет в начале следующего года, после того, как мы завершим капитальный ремонт и сможем организовать учебный процесс. При этом мы уже получили образовательную лицензию и полностью всячески готовимся к запуску образовательного процесса. Также благотворительный фонд «Сафмар» строит 5-этажный 3-звездочный IT-отель, предназначенный для IT-академии. Он будет функционировать как обычный отель, но его основное предназначение – проживание преподавателей и иногородних студентов данного учебного заведения. В настоящее время здесь ведутся строительные работы, а открытие запланировано в те же сроки, что и IT-академии. IT-отель подразумевает две, наверное, ключевые вещи. Это первое, прежде всего, это быстрый интернет, бесперебойный, потому что это важно для IT-сообщества в целом. Ну и, собственно, второе, это удобные учебные и рабочие места. Мы верим, что данный отель станет некой точкой притяжения для молодых специалистов, айтишников не только с нашего региона, но и со всего Северного Кавказа. То, что это находится в Республике Ингушетия, именно у нас, это дает нам еще больше возможностей. И, я не знаю, наверное, оценить это сегодня, вы знаете, я не могу, да. Это настолько хорошо и правильно для жителей, и как раз сегодня особенно, потому что такое здание, оно уже тоже выкуплено, здесь будут люди приезжать, и для нас это очень важно. Совсем скоро новыми красками заиграет и площадь Алания перед башней Согласия. Неухоженный и неблагоустроенный участок превратится в одно из самых излюбленных мест жителей региона. Обустройство 8000 квадратов под землей и 2000 надземных группа «Сафмар» планирует завершить во втором полугодии 2024 года. Вот мы предусмотрели строительство 2 ресторанов вверху. Так, На фоне башни. вот слева, справа. Да. Так. Соответственно, свет мы делаем внизу. Вот эти строения, которые здесь вот сейчас видны, они не будут. И площадь будет свободной. То есть мы ее закрываем, Да. вот эти козырьки, Да. вход будет слева, справа. Справа и слева. И с задней стороны будут И технические сзади, 2 технические, входа. да. Да. Свет у нас будет в полу.
то есть подсвечиваться снизу. Это ресторан с левой стороны. Так. Здесь 1000 квадратных метров. Мы все питание ресторанное вытащили снизу вверх. То есть один ресторан там, Да. второй ресторан с левой стороны. Так. Соответственно, это будет у нас балансированная кавказская кухня, в частности грузинская. Летнее время будет Летнее кафе. летние кафе, веранды. Мороженое. Это здесь, Да, да, слева? вот здесь, да. И там, и здесь. И там, и здесь. Веранда летом. А До сентября конца. Это очень большие проекты. Это огромные средства и огромные проекты. Поэтому, если Пахмар взялся, я знаю, будет сделано. Да, ну Будет сделано. здесь будет заниматься не фонд, а промышленно-финансовая группа. Территория перед башней Согласия также будет полностью реконструирована. Для обслуживания объекта будут созданы рабочие места, а это порядка 100-150 человек. Объект станет уникальным местом для отдыха и шопинга, на котором будут расположены магазины, кафе и рестораны, обустроенные зоны для досуга взрослых и детей, а также уютные рекреационные зоны. Еще у нас с другой стороны будет лифт для инвалидов. Панорамный, стеклянный, чтобы фобии не было у больных людей, когда в лифт заходит. Да. Значит, Даже это учли. да, Все будет конечно, сделано. конечно. Детский? Здесь будет детский развлекательный центр с новым оборудованием, современным 3D. Это новое вот поколение, но это надо увидеть, как динозавры прыгают и так далее. понятно. Да, я Вот по офис голове покажу. ходит. Ага. С этой стороны у нас буквально недели 2 назад пришла идея, так как здесь нету в республике, сделать боулинг на 6 полос. То есть человек пришел в боулинг, Так. поиграл час 20, час 30, у кого сколько сил. Потом переходит, покупает себе попкорн и сидит в кинозале, смотрит кино. 2 кинозала. 2 кинозала. Ясно. Это у нас зона развлечения, так мы его назвали. Эта сторона. Да, с этой стороны и с этой стороны у нас будет 2 ритейла. Они уже определены. Это федеральные сети, большие федеральные сети. С этой стороны будет тоже ритейл, то есть торговля. Магазины, то это будут не простые магазины, не дешевые, по качеству. Пока. Попадая в горную Ингушетию, в памяти всплывают строки Ахмеда Хамхоева. Средь прочих стран почти что не видна, изведавшая горестей немало, у вечных гор живущая страна, ты и мала, и очень велика, а впрочем, в пору своему народу. Ты нам давала место молока и спить с рождения гордость и свободу. Джайрахский район – это жемчужина Ингушетии, настоящий волшебный мир, где уникальные памятники древнего ингушского народа органично вписываются в редкостный горный ландшафт края. Не зря Ингушетию в древности называли страной башен и легенд. На этой территории, защищенной от постороннего вмешательства, создавалась своеобразная, неповторимая и исключительно многогранная культура ингушей. И сегодня главная задача – сохранить и не растерять вековые ценности, созданные предками в суровых условиях. И первое, с чего Михаил Гуцериев начал свою масштабную работу на территории Ингушетии, это реконструкция кладбищ, 40 из которых на стадии завершения, а также реконструкция башен. Абсолютный такой дуализм земного и божественного. Земное – это кладбище, божественное – это башня, потому что ничего более божественного не может быть то, что находится позади меня и впереди, да, то, что я вижу. И эти башни, да, которые несут с собой историю сотен лет. И, конечно, нет ничего более земного, чем смерть, да. Она практически преследует нас на каждом пути, да, на жизненном пути, и животный мир, и природу, и времена года, да, преследуют. Поэтому это очень земное. Поэтому я считаю, что начало вот возрождения Ингушетии, то, что мы хотим делать, имеется в виду реформация Ингушетии. Это мое определение, поэтому я так решил, что это будет правильно. С башен и кладбищ. Это наши близкие, это наш конечный дом и, конечно, это наши предки. И второе, я тоже не устаю повторять, культура начинается не музеи, не дворцы, не картины и не песни, да, и не стихи, и не книги. Культура начинается с кладбищ, с наших кладбищ, да. Как мы относимся к своим отцам, к своим предкам, к нам также будут относиться наши дети, наши внуки. Поэтому это яркий пример, и мы должны его показать всем, и должны за этим четко смотреть и вести. Это нас отделит
отделит от всех народов в хорошую сторону и покажет пример, что мы ингуши, что мы самые лучшие. Все это, я не устану повторять, полная поддержка. Это очень важно, когда ты заходишь на территорию, согласованная поддержка с главой, человеком большой души, большой чести, с Махмуд Али Калиматовым. Я ему хочу в камеру сказать благодарность. Мы идем вперед. Мы идем вместе вперед. Вслед за реконструированным башенным комплексом Бишт жители и гости республики смогут увидеть средневековое поселение Морч. Это величественные сооружения, построенные в XII-XVI веках. Простояв несколько столетий, сторожевые великаны разрушались от времени и капризов природы и нуждались в реставрации. Всего обновили 2 жилые и 1 боевую башню. На этом реставрация башенного комплекса не закончена. По просьбе жителей республики будет начата реконструкция и других строений. Salmar film organisatie och belga rusk hagita. Ja mot toyait gal toyay. Тон дне nis хандая цагаал тоyr цамаал каштадыр. Лайкамын тона ох тон эт боочана. Хунда ин баркал яхдолж дион. Дуах кдик дат атона. Я ряс хол. Я ряс. Вы мог бы вайлятер. Сахандар садих дар рагасан вашта дар хал. Якоал тоyait. А цаярж ди аяржа яал вакт. Десарж, да, то и ездил. Сколько мы ездили? До следующей зимы. Да. А то иди вы. А то идем. Я слушаю. Я слушаю. Каменное селение Харп – архитектурный комплекс с множеством исторических объектов. На его территории 4 склеповых могильника, 1 боевая башня высотой более 13 метров и 8 жилых башен. Когда-то они представляли собой единый оборонительный комплекс, которому также придали первозданный вид. Харп-Хой. Сегодня у нас с вами двойной праздник. Первое – это то, что к нам приехал, я не побоюсь этого слова, выдающийся человек, вы это все прекрасно знаете, политик, бизнесмен, меценат. И еще одну хочу вам сказать информацию. Поэт года 22-го России. Еще таких аналогичных случаев у нас не было на всем Северном Кавказе. Мы очень рады вас видеть, Михаил Сафарбекович, на этой встрече. Мы знаем, что сегодня вы по просьбе главы республики осуществляете беспрецедентную, подчеркиваю это слово, программу по восстановлению наших исторических памятников, по созданию IT-школы, это многомиллиардные затраты, по строительству тех или иных социально значимых объектов. Вот от всех здесь присутствующих, Матиевых, Амирхановых, Харп-Хой нас называют, я хотел бы сказать вам огромное спасибо, слова благодарности. Да, Беркут Долот Алилович. Давай. Казалось бы, адекватный, здравомыслящий человек должен радоваться кардинальным изменениям в жизни региона, но находятся и те, которых не устраивают эти масштабные перемены к лучшему. Если прислушаться к голосу этих псевдопатриотов, которые пытаются внести смуту в общество, нашу республику ждет участь вот этих башенных комплексов, превращенных неблагодарными потомками в мусорный полигон. И, как справедливо заметил глава региона, не можешь помочь, не мешай другим. Детский лагерь, который построили в 2016 году, да? А сейчас туда надо вкладывать 400 миллионов рублей. Этот фонд вкладывает, и он будет один из лучших. И вот там, когда люди возмущаются, вот тут нельзя, там нельзя, у нас экспертиза есть. Понимаете, мне обидно, что там раньше палатки разбивали, коров пасли, значит, костры жгли, да, а вдруг, значит, благотворитель говорит, давайте я спортивную площадку сделаю, просто площадку. Ну, кто кому показал стадион. Слушайте, это просто выровнять поле, поставить просто ворота, не закапывать, такие с упорами. И даже ни одной скамейки там не делается. Это же детский, он вышел, ничего не закапывается, ничего, ни одного, там ничего нет. Нет, вот эти люди, они считают, вот, понимаете, мне каждого из них хочешь спросить, 100 метров, 10 метров тротуар бядью.
картуаю аж халдуачиш бахаш бахканаха волхуш. Сахдам ди. Слушайте, вы о чем говорите? Человек говорит, нате вам 400 миллионов, пожалуйста, сделайте. А потом еще одна там вещь. Он говорит, давайте я выделю вам деньги, сами стройте. Я его попросил, не надо. Представляете, 400 миллионов? Это вот полноценную школу можно построить. 3 этажа. И потом мне говорят, Ерды, слушайте, ну давайте тогда, я говорю, деньги соберите, идите, сделайте. У нас же есть бизнесмены великие. Ну придите тогда. Али? Нет. Огорчение было у Михаила Сафарбековича. Он говорит, слушайте, ну дайте, говорит, вам деньги. Я говорю, не буду там ничего делать. Я не знаю, не хочу обижать никого, но я удивляюсь. Казаться и быть разные вещи. Вот это вот слово «соигар халхавар эндер», «соддухулвар», «сэствар». Ну слушай, вы что говорите-то? Вы что говорите? Сколько там построено по дороге, кемпингов, ну таких небольших. И туда же приходит еще. Яис, лят, хд, ерд, вождь. Слушай, на, я тебе отдаю. Я говорю, я вам отдаю, только постройте. А вам не жалко, дети по камням ходят, около речки там. Машины на бок стоят. Слушайте, вы фадидохша. Слушай, делают площадку, делают вам химал мятигяц, кульгуш дел мятигяц. Говорим, давай сделаем. Он говорит, благотворительный. Он говорит, нате, вот, пожалуйста, деньги. Швашта хима долаж, аха, халгаты, вейчан, хадувейс. И сегодня что-то говорят. О чем еще говорить, если мне пришлось объявить конкурс только для того, чтобы люди у себя же в огороде стали выращивать фрукты и овощи? Так будьте благодарны тем, кто пытается для вас, для ваших детей и родственников бескорыстно и безвозмездно изменить жизнь к лучшему, отметил глава республики. Тагана конкурс объявить я в этом году тоже. Шайбеш ачидян, квартал дае, хварцам дае, помдур дае, бурьян даяк, азах шайко ачидай, хашварт. Поэтому мы сегодня должны говорить, да, алхвастным был, Михаил Сахалт. Поэтому я думаю, что не разочаруется в нас, убежден в этом. И я буду делать все отведенное мне Всевышним время здесь. И хотел бы обратиться, знаете, я всегда говорю, ну не можете, не хотите помочь, не мешайте. Просто не мешайте. Науку моей. Понимаешь? Молодежь. Молодо, дождь давал, ерды, вожды, понимаешь ты? Знаешь, человек, не стоящий своей жизни, не хочу обижать, но не сделавший ничего. Просто-напросто надо серьезно относиться, и доброжелательность должна быть. Благородный человек, понимаете, по некоторым обстоятельствам, нюансам, не бывал здесь, не мог что-то делать. Сегодня я сказал, все условия, какие могу, как руководитель региона, правительство будет делать, чтобы... А как вы можете отказать от благотворительности? Ну, сейчас вот я вам скажу. Книги, дети, 1, 5, 7 класс. Нету. Да, сказали, заменить надо. Ну, там какая-то процедура. Я говорю, Михаил Сафарбекович, может фонд помочь? Ну, письмо, да? Где мы возьмем? А это из бюджета нужно. У нас нет бюджета. А мы должны книжку сменить. 1 класса, 5 и 7. Что делать? Так он берет и выделил эти деньги. А что с трансформатора, который Сунджи был, вы же помните? Нашли, оплатил, сразу поставил. Поэтому сегодня, если говорить, мы должны очень ответственно отнестись к ответственному человеку, Бучариеву Михаилу Сафарбековичу, его фонду. К несчастью для хейтеров и к радости жителей республики, весь тот негатив, которым недоброжелатели пытались помешать благоустройству региона, обернулся против них самих, так как у основателя благотворительного фонда «Сафмар» есть достойный ответ, который явно никого из них не обрадует. Интернет дал доступ, возможность людям говорить то, что раньше боялись сказать, да? То, что можешь сказать в лицо, не каждый скажет, а по этой кнопке можно что хочешь сказать. Это нормально, я к этому, на это не обижаюсь, да? Я просто считаю, что
ответ всем этим людям – это хорошая новая башня. Это новая башня. И в завершение озвучу одно из самых лучших новостей за последние 20 лет. Благодаря поддержке Федерального центра и договоренности Махмуда Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцариевым, Ингушетия уже совсем скоро станет технологическим одним из самых развитых регионов в социально-экономическом плане в Российской Федерации. И это не просто громкие слова, а цель, на пути к которому вкладывается очень много сил и средств.